В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Самая благородная и гуманная профессия. Чеченские медики отметили свой профессиональный праздник. Как Рамзан Кадыров поздравил врачей. Язык как сокровище нации, в котором хранится культура народа. Конкурс объявлен главой республики в связи с годом чеченского языка. В республике проходит второй этап конкурса по чеченскому языку Нохчин Меттен Гоузанча. В чем заключается испытание? Пища героев. В этом году это первый гастрономический фестиваль на территории Чеченской Республики. В этнографическом комплексе Ширак-Отар состоялся гастрономический фестиваль. О быте и еде наших предков расскажет Мадина Кураева. Врачи, фельдшеры, медсестры – их миссия спасения. Во все времена люди в белых халатах приходили на помощь страждущим, снимая боль, спасая от смерти. Благодаря их человеческому состраданию, преданности своему делу и клятве Гиппократа они спасают миллионы жизней. Именно таких сегодня чествовали на мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Почетным гостем стал Рамзан Кадыров. Чиновник подвел итоги деятельности сферы здравоохранения и отметил труд отличившихся специалистов. Репортаж Адама Магомедова. Чеченская Республика на втором месте в России с наиболее низким значением показателя смертности и удерживает первое место по показателю рождаемости. Регулярно проводятся детские и взрослые профилактические осмотры. В течение всего календарного года мобильный госпиталь Минздрава совершает плановые выезды во все районы субъекта. В 2023 году медучреждения региона получили 109 единиц санитарного автотранспорта, 12 карет скорой помощи. Также начато строение 14 объектов и ожидается поставка 350 единиц медоборудования. Все эти успехи стали возможны благодаря постоянной поддержке со стороны руководства субъекта, говорит министр здравоохранения республики Сулейман Ларсанов. Доверие к нашим медицинским учреждениям и работникам стремительно растет, как внутри республики, так и далеко за ее пределами. Но хочу подчеркнуть, что таких внушительных результатов мы не смогли бы достигнуть прежде всего без всесторонней поддержки Рамзана Ахматовича Кадырова в реализации наших непростых планов постоянной помощи нашей Мехкнаны, председателя регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова, Аймане Несиевны, являющейся олицетворением богобоязненности и человеколюбия, содействия нашего куратора Хутмат Рамзановны Кадыровой, чье милосердие и душевная щедрость служат для каждого из нас примером. Уважаемый Рамзан Ахматович, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что вы являетесь талантливым руководителем и мудрым стратегом, с которого я беру пример и которому я хочу соответствовать. В последние годы на Министерство здравоохранения было возложено особенно много ответственности, в частности, во времена активной борьбы с коронавирусом. Благодаря своевременно принятым мерам по противодействию инфекции удалось избежать ужасной волны распространения пандемии, и Чеченская Республика смогла стать первым регионом России, который отказался от масочного режима, говорит глава региона. Он также отметил, что с начала проведения специальной военной операции Минздравом субъекта при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, оказывается помощь тем, кто сражается на территории Украины во благо Родины. Им отправляют лекарственные препараты, медоборудование, транспорт. Также на освобожденных территориях открываются медучреждения, где оказывают помощь не только военным, но и местным жителям. Военмаха Ардоана, здравоохранение, хал шерф, дух дехнешран, коронавирус судана, ца невидимый, там дакайкина дана, куда диеса хуша, шеш волк чадамус метадана, ца дал мусудан, так аравел дан, дунyan чамбелвек дана, ца дал личение лахалеха, ахега.
كراينة تغن إزدعي الحمد لله دار خاصة بدون إز شو دونا دير غيتم شو تلقايو سونا حسن بركل دير صدا لا شون واتسم غره بنلو اشبوچوان چنا كيسر ماسكاي ولن يو دي حتى سياسة يشيو دونا تا حوكش خلبل بال دونا شاول دعوات شغل خلال على اصحاب واقش دونا اوتصل هو زردري دونا اسلازر تعالى شيء كده بتعال ده خوي دونا الحمد لله دار حسن بدون ترى دونا وما أردونا اسمه دقيقة سبتان ويان برات دونا دقيقة نتيجة دونا ويلورش سن دونا تيجها تحنا متى ساعة دونا حوش وقت دونا سميسن سوكا دونا Министерство здравоохранения دونا республики دونا сотни миллионов دونا أخش دونا медикаментش оборудованием, цигайол зданиеш, лихалёш, изданиеш, юния, восстанавливаешь, уштаешь, цан вы специалист табюкш, дон, цигай на месте, дон, специалист, дон, не только дон нашим бойцам, дон, не только дон военным и мирным жителям, дон, водишь, хадош, дон, так тогда шудолчи муху ворвать, шундог баркел мух эрдать. Так, шуде алмоди дас алла дона сводона шу даггара وقومزر شون بركل دير رئيس خلافي انو دون президент страны дон Владимир Путин дона دائما надо шейк телефон так амел дочена передает вашим дон всем большой дон уважение поклон тому что дон вы заслуживаете дон Бож асфир отделяться деш дона не только воины дон вы доказали что вы действительно являетесь патриотами России дон если раньше дон были сомнения у населения дон то сегодня дон 80-90% уже изменилось отношение дон действительно поверили до чеченскому народу, до и это большая победа, победа наша общая, до победа почему? Потому что все граждане России объединяются, все мы становимся как единый кулак, до и мы тогда становимся непобедимыми. Да, молодо, когда ишь двое дон, и то что асуна дон лично боишь лёшбу косвенно боюсь, лишь бы шумаса надо соны, хорна барка адла, де адла, так эстен дона, сона дона, Сулейман баркал дерес аля, так Министерство здравоохранения баркал дерес аля, дон мелочное направление хаякш дона, вой дона, зеленый уже дона, линия дона, вой мы Вчера, когда президент выступал, Дон, я думаю, что нам всем было приятно. Так, Владимир Владимирович сказал, что Чеченская республика стала первой, Дон, заняла первое место, Дон. Из Дона мода лучше смерть, чем быть вторым, Дон. Вы даем, Дона, дикчумадя, первый, другой, увогом вы, гений дохор, другой, Сульман, Дон, о, амосу белло, Дон, де алвас, Дон, де алвашу. Да, за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей в связи с Днем медицинского работника орденом Кадырова был награжден заведующий Даргинской участковой больницы Ахьят Шахгириев. Награждается орденом Кадырова Шахгириев Ахьят Яхьяевич, заведующий Даргинской участковой больницы, Витинская центральная районная больница. За особые заслуги перед республикой, связанные с развитием отрасли здравоохранения, орденом Кадырова была награждена заместитель руководителя секретариата главы субъекта Хутмат Кадырова. За особые заслуги перед Чеченской республикой, связанные с развитием отраслей здравоохранения, безупречную добросовестную работу награждается орденом Кадырова Хутмат Рамзановна, заместитель руководителя секретариата главы Чеченской республики, курирующий вопросы здравоохранения.
Хутмат Кадырова привнесла множество положительных изменений в сферу здравоохранения региона. По ее инициативе запланировано строительство многоквартирного дома для медработников в Итумкалинском районе в рамках привлечения специалистов в горные районы. А также идет оснащение новым оборудованием медучреждений и реабилитационных центров, которым она уделяет особое внимание, отметил Сулейман Ларсанов. Как наше здравоохранение начало курировать Хутмат Рамзановна, что выехал изменений, только в положительную сторону. Ранее до ее назначения на должность куратора здравоохранения, ту помощь, которую она оказывала детям, это тяжелых реабилитационных центрах, это тяжелые дети с тяжелыми недугами, которых надо ежедневно, ежеминутно за ними ухаживать. Все, что для них необходимо было, все расходники, все, вплоть до иногороднего лечения, Хутмат Рамзановна постоянно помогала. На сегодняшний день диализная служба республики у нас больной, благодаря Хутмат Рамзановне, получает диализ бесплатно, не тратя при этом никаких своих денежных средств. Коллективе гора Баркал Ордер куратор назначит здравоохранение куратор в этом ждунда. Его больничка, шорт оборудование гучала, шорт яш оборудование, кестирил ждал молочах вохкалёш, детский реабилитационный центр, все это за внебюджетные средства. От всего медицинского сообщества, от меня лично мы бы хотели бы от души поблагодарить уважаемую Хутмат Рамзановну за все то, что она делает для здравоохранения нашего региона, и поздравить ее с такой самой достойной наградой. Это награда в честь ее дедушки Ахмад Хаджи Кадырова. Отличившиеся сотрудники в сфере здравоохранения получили такие награды, как медаль «100 лет со дня образования субъекта», присвоено звание «Заслуженный врач» и «Заслуженный экономист региона». Помимо этого, Сулейман Ларсанов получил медаль за заслуги перед республикой. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Ларсанов Сулейман Майрбекович, министр здравоохранения Чеченской Республики. После участников торжества ждала концертная программа с яркими выступлениями народных артистов республики. Работники здравоохранения смогли превосходно провести свой профессиональный праздник. По данным Министерства здравоохранения региона, с начала 2023 года показатель ожидаемой продолжительности жизни населения Чеченской Республики удалось повысить на 2,5%, то есть до 76 лет, а смертность снизилась на 29,2% по сравнению с предыдущим годом. Нужно отметить, что все это не просто числа, а человеческие жизни. Адамагомедов, Шейх Мансур Умалатов, Вести, Чеченская Республика. В Нажаюртовском муниципалитете активными темпами идет подготовка к фестивалю народного творчества «Биноевская весна». Проводятся субботники и подготавливают территории для проведения мероприятий. За процессом наблюдал Адамагомедов. Красивые горы и яркие вывески встречают гостей добродушного Биноя. Тут идет подготовка к ежегодному фестивалю «Биноевская весна», который пройдет уже 21 июня. Готовятся площадки для проведения 12 спортивных дисциплин. Это территория, на которой будут проходить скачки. Протяженность пути составляет 1200 метров. Пройдет 3 заезда. В первом участникам предстоит сделать 2 круга, во втором 3, в третьем 4. Все почти полностью оборудовано, остались только небольшие нюансы. Нужно развесить плакаты, флажки и установить шатры. Работы выполнены уже на 80%, осталось всего ничего. На объекте задействовано около 100 человек. Праздник Помимо этого готовятся и специальные шатры, где гости смогут попробовать традиционные чеченские блюда. Ход подготовки к фестивалю посетила глава оргкомитета по организации мероприятия Усман Баширов. Он проверил, как ведутся работы на объектах. Если они продолжатся в том же темпе, все будет готово в срок. Адамагомедов, Саид Амин Мусаев, Вести, Чеченская Республика.
В Российском университете спецназа прошел третий этап соревнований на Кубок Чеченской Республики по практической стрельбе. В нем приняли участие 70 спортсменов из 8 регионов России. Они выполняли 12 упражнений. Состязания, организованные Федерацией практической стрельбы, РУСом и Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике. Лейла Муртазова расскажет, в каких категориях проходило состязание. За самое короткое время стрелок должен продемонстрировать свои высокие навыки по практической стрельбе, которая строится на балансе 3 элементов – точности, мощности и скорости. Российский университет спецназа вновь провел зрелищное и динамичное соревнование, на котором собрались 70 спортсменов с 8 регионов страны, включая и наш. Якуб Чалаев – один из любителей этого вида спорта. Он активно принимает участие в состязании. Каждый раз участвовать может до опыт, это юхоловадок, до шкидик тух, осам участвовать, что саму адол да лот шорт нахол да. Мне день Рамзан Ахматовичем баркал алордан, и условия шерна, холова участвовать, да и шхаларна. Суть практической стрельбы заключается в том, чтобы поразить разные мишени – бумажные, металлические, движущиеся. Есть и те, в которые нельзя попадать, за это начисляется штраф. Важно все выполнить максимально быстро, потому что время тоже идет в зачет. Один из стрелков, Магомед Дадаев, с меткостью и скоростью у него проблем нет. С оружием давно знаком. Все упражнения он проходил с хорошим результатом. Соревнованиях участвовал, что дик опыту набрать, киеч комар хабах кан духа соперник, еще что дик подготовки, судящий инструктор, что дик судить, интересно соревнования. В третьем этапе Кубка Чеченской Республики по практической стрельбе все участники выполнили 12 упражнений. Боевое орудие тоже влияет на количество очков. Чем мощнее оружие, тем сложнее из него стрелять. Состязания используют 4 класса, в которых определяется первое, второе и третье место. Все они соревнуются, каждый в своем. Участники в рамках соревнований отрабатывают 3 упражнения. Это короткое, среднее, длинное. Сейчас стрелок отрабатывает длинное, одно из самых сложных. Стрелок должен пройти 7 испытаний. Также к участникам присоединился министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Он осмотрел все стрелковые тиры, пообщался со спортсменами и даже сам принял участие. В каждой галерее находится по 2 судей. Они фиксируют все результаты, которые вносят в систему. После все заработанные баллы суммируются и получают итоговый результат. У нас первое место будет определяться по 2 лучшим этапам. Это у нас, если там кто-то занимает там в 2 этапах первое место, и в финале он занимает последнее место, может там кто-то другой выиграть кубок. А если там человек просто занимает там 2-е, 3-е место в 2 этапах, и в финале занимает там 1-е место, он может, соответственно, выиграть кубок. Российский университет спецназа стал широко известен благодаря своей универсальной подготовительной площадке, высококвалифицированному инструкторскому составу, на счету которого 1000 обученных силовиков и добровольцев. Неудивительно, что столь популярное состязание уже который год проходит на базе учреждения. Я хотел бы отметить уровень подготовки, который очень вырос именно в Чеченской Республике, отметить организаторов. Я вижу, как развиваются, и вот вчера был прем-матч. То есть я помню, как были первые шаги инструкторов и судей, и как сейчас они выросли. После насыщенного дня наступает самый волнительный момент. По итогам соревнования стали известны имена лучших. 3-е место занял Станислав Потомкин, 2-е Магомед Дадаев, 1-е старший инструктор Российского университета спецназа Хасан Абдуев. Стоит отметить, что подтверждение 1-го разряда в данном этапе дает возможность лучшему стрелку принять участие во всероссийских соревнованиях. Лейла Муртазова, Моусар Хаджиев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. Стартовал 2-й этап конкурса на знание чеченского языка Нохчин Метен Гоузанча. Испытание в данном туре – сочинение. Участникам раздали листы, содержащие 100 слов, которых необходимо включить в свою работу как можно больше. И на все это 3 часа. Напомню, в конце апреля текущего года завершился 1-й этап. В нем было заявлено 1000 человек. С заданием ознакомился и мой коллега Турпал Али Тайсумов.
Во втором этапе регионального конкурса на знание чеченского языка Нохчи Меттенгоузенча, объявленного главой субъекта Рамзаном Кадыровым, участвуют 100 человек. Столько их осталось после первого этапа, в котором было более 800. Проследить за ходом конкурса прибыл министр образования и науки региона Хошбауди Дааев. Он рассказал о правилах и самом задании, о котором никто не знал, даже сами организаторы. Конкурс يقبل كرت بيخمش وسدي هاريسي هاري هو إشتري وكان حاطط كي قدر تباقيته طغنا هو سؤال رعب يلشوا شو ماتيماتيكي إشكولات عن بوزن شو تنزل شو قول دلوي وش جيته مسألة يلشتك خاء أسحدي عنده طغن كي خش هو شو قول ده شو شلوش تقول ده نقش مك إنستوت ديريكتور والشولا أو هذا موسى أنا يوق هر أو كرير وتيشوا سزام عم ضيلان حنا دين وجنادات ونداش كان غير أنت حدك بقى مش تسخليت أصلا حوق صحيح ولا После вступительной речи конкурсантам раздали задания. Ими оказались чеченские слова для составления сочинения на свободную тему. Среди присутствующих как преподаватели родного языка, так и те, кто знают его и желают себя проявить. Из 100 ключевых слов в сочинении нужно включить как можно больше. При этом важно раскрыть историю, быт и ресурсы родного языка. Победят те, у кого будут соблюдены все критерии, в том числе и правописание. Каждый участник знает степень сложности выполняемого задания. Искусство письма и правописания сыграют ключевую роль в прохождении в следующий этап. Туда попадут только 10 лучших. А еще пара счастливчиков будут отобраны дополнительно. Призовой фонд финального этапа составит 8 миллионов рублей. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. Полезную вкусную чеченскую кухню представили на гастрономическом фестивале «Пища героев». Мероприятие прошло в Шалинском муниципалитете в этнографическом комплексе «Широкотар». Каждое поселение района приготовило ряд национальных блюд, но со своим оригинальным подходом. Дегустацию провела и моя коллега Мадина Кураева. Ей слово. Это еще не все наименования чеченской национальной кухни. Участники из подворья селения Билготой приготовили 14 видов блюд. Гостей принимают, как и положено, по всем традициям и обычаям. Aşı berçe vakşılı kusumda eberken üç kertabeş siho neariyasa uçşılı keginş eborihtan üçlük delta üç vahatsa hoştan üç vesuk dalus ser hulke hoşılı keginach kertabol. Это первый гастрономический фестиваль в этом году, который проводится в республике. Он ежегодный. Традиционно площадкой для мероприятия стал этнографический комплекс «Широкотар» селения Герменчук. Участие принимают и 10 поселений Шалинского района. Туристический маршрут ويليرمي مخدا رمزان أحمدовича ويتسوتيحت مختارجو يشوخا ويمونا وستغودي أشتوخا تاق ويريونا ويريسبوبليكا اتبيش بلغنا دين دنيانا يوشو هرسن يوم مربرياتشا ويا موخ بوزيتا ويريونا وزيتا وين بايديايو ورشوق تاحو بولخشكي صوب آخر وين تاعدوخ дальмула. Столы накрыты, хозяева готовы встречать почетных гостей. В качестве жюри здесь министр Чеченской республики по туризму Муслим Байтазиев, глава администрации Шалинского муниципального района Иса Барщигов и президент гильдии шеф-поваров Северного Кавказа Хадижат Мавлатова. После официального старта фестиваля они посетили каждое подворье, познакомились с их бытом и попробовали пищу героев. Компетентное жюри оценивает участников по 10-бальной шкале. Главные критерии – это аутентичность, количество блюд, подача и вкус. Всего 4 номинации, в каждой по одному победителю.
Национальные чеченские блюда не только вкусные, но и полезные. Именно они придавали сил нашим предкам для свершения подвигов. Главное – передать исконный вкус и правильно приготовить. Участники подготовились основательно, представили даже давно забытые рецепты. Самое главное – это была аутентичность блюд. Одно подворье нас сильно удивило аутентичностью тех блюд, которые уже давно все забыли. Это шалгбир, шар, цухудар и много других блюд. Ну, конечно, это было очень приятно, что люди возрождают, не забыли нашу кухню, потому что кухня тоже история, культура народа. Это, конечно, очень сильно сегодня порадовало. Фестиваль организован при содействии Министерства Чеченской Республики по туризму. В качестве жюри Муслим Байтазиев принимал участие впервые и остался под ярким впечатлением от изобилия блюд. Мне очень понравилось. Я хотел бы отметить роль шальнинской администрации и непосредственно главы района в том, что такой фестиваль был проведен. Гастрономия всегда притягивает туристов. И вообще, наверное, путь к сердцу туриста лежит через желудок. Как мы знаем, туристы любят вкусно поесть, туристы любят аутентичную кухню. И действительно, вот воспоминания о завтраках, обедах и даже ужинах, может быть, в том или ином регионе, они заставляют вернуться туда снова. После дегустации и обхода подвели итоги. Первое место заняло поселение Дубаюрт, второе – Шали, третье забрали участники из Белготоя и четвертое – Чириюрт. Победителям подарили ценные призы, а также сотрудникам администрации муниципалитета вручили благодарственные письма. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. На базе спортивного комплекса «Олимпийский» открылась ярмарка профессий. На выставочных площадках 30 организаций и 4 структурных подразделения высших учебных заведений представили свои образовательные программы и материально-техническую базу. Это уникальное мероприятие для выпускников школ. Мадина Нусалчиева с подробностями. После окончания экзаменов наступает не менее волнительный момент – выбор будущего места обучения. В этом году вместо того, чтобы листать страницы колледжа в интернете, Министерство образования и науки Чеченской Республики предложило подросткам познакомиться с ними вживую на ярмарке профессий, которая прошла в стенах спортивного комплекса «Олимпийский». Руководитель ведомства Хошбауди Даай вместе с представителями Министерства просвещения России оценил проделанную работу. Мы знаем, что ежегодно огромное количество наших выпускников после 9 класса идут в систему среднего профессионального образования, как принято называть это наши колледжи. Сегодня здесь мы решили еще раз для наших детей, наших выпускников, конечно же, для замечательных наших родителей, этих детей, представить тот потенциал, который может помочь нашим жителям, нашим выпускникам найти себя в последующем по разным специальностям и рабочим профессиям. В событии приняли участие более 30 образовательных учреждений среднего профессионального образования. Погрузиться в специфику разных профессий ученики смогли через специально оборудованные для этого шатры. Чеченский государственный колледж культуры и искусств имени Татаева зазывал к себе творческих личностей звуками национальных инструментов. ديش لا قالوش اللي لا قالوش بطل شيء تعويلوش دوي حديل او خزديلو سردو اللي قال عام وردو مقام قال عام وردو وانسترومنت لقى ديتش فاندر لقى. Те же, кому чужда образность, а создание программ привлекает больше изучения нот и тональностей, заглядывали в соседний шатер Грозненского государственного колледжа информационных технологий. Основной упор делается на информационные специальности, так как это программирование, системный администратор и информационные сети и так далее. В основном, конечно, всем нужен диплом 9 класса и хоть какая-нибудь заинтересованность в том направлении, в котором вы хотите поступить. То есть, если хотите на программиста, то программирование вам должно быть как минимум интересно, чтобы изучать это. Если системное администрирование, тебе должно быть интересно, как коммутаторы, маршрутизаторы, повторители, компьютеры и так далее. И немного разбираться в технической части, чтобы разбираться, что да как делать. Кто-то готовился к ярмарке неделю, а кто-то 2. Все старались как можно доступнее и красочнее показать то, чему они обучают своих учащихся. Шатер Серноводского государственного колледжа выглядел как настоящее произведение авангардного искусства, собрав в себе декоративную кирпичную кладку и мед, символы их факультетов. Готовлена декоративная бесшовная кладка. От пчеловодов мы решили поставить пасеку и
несколько видов меда. Основная специализация. Именно строительные механики, пчеловоды, банковское дело, адвокаты. Было интересно, чем мы тут занимаемся. Каждый подходил, проверял, пробовали мед. Было интересно, задавали вопросы. Так желающих было достаточно. Не отстает и Чеченский государственный строительный колледж. Они принесли целый машинный мотор. Автомеханика среди будущих абитуриентов пользуется популярностью. Из чего состоит двигатель, как он работает, что это, для чего предназначен, что он представляет собой, почему именно эта деталь работает, почему не другие так. Говоря о популярности, нельзя не упомянуть сестринское дело. Однако абитуриент должен понимать, что в будущем ему предстоит очень много взаимодействовать с людьми, отметила представитель экономико-правового колледжа. Они подходили, интересовались, ребята показывали предметные знания и умения. Поэтому я думаю, что это все только во благо. Нужны медработникам будущему. Это прежде всего любовь к своей профессии. Она сопряжена с человеческим фактором. Второе – это терпение и умение ладить с людьми. И все эти качества лягут в основу успешного завершения курса обучения в стенах нашего учебного заведения. Сборки и разборки оружия абитуриентов научат в Грозненском многопрофильном колледже на специальности правоохранительная деятельность. Это учреждение не первый год ломает стереотип о том, что девушки не могут держать в руках оружие. Очень давно хотела поступить именно на юриста. Сейчас у меня в основном квалификация юриста. Я хотела с детства стать юристом. И вот я смогла благодаря нашему Грозненскому многопрофильному колледжу реализовать свои мечты. Подходили, спрашивали про наши формы обучения, про нашу специальность, сколько и в основном коммерческая или бюджетная форма. Как подготовиться к поступлению и сколько баллов необходимо? Это и еще многое другое ученики смело могут спрашивать у представителей колледжей. На все вопросы потенциальных абитуриентов будет дан ответ. Мадина Салчива, Маусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Сразу после вестей приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир творчества великого писателя Льва Толстого. В новом выпуске интеллектуально-познавательной телеигры «Эрудит» вместе с помощником главы Чеченской Республики Тимуром Алиевым мы раскроем идеи, принципы и философию одного из величайших в мире писателей-романистов, которые до сих пор остаются актуальными и важными для современного общества. Вы узнаете точное определение жанра произведения «Войны и мира», что подарил Садо Мистербиев своему Кунакову «Знак верной дружбы», и как Кавказ вдохновил выдающегося мыслителя XIX века стать писателем. Откройте для себя новые грани творчества классика, признанного еще при жизни главой русской литературы. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.